Сегодня никак нельзя расслабляться. Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности снятия ограничений, наложенных на значительную часть населения земного шара. По мнению ВОЗ, сейчас как никогда важно обучать и готовить медицинский персонал, продолжать карантин и самоизоляцию, искать новые способы обнаружения и лечения инфекции, а также делиться своими открытиями в масштабах всего мирового сообщества. Во всем мире медицинские работники продолжают быть на передовой в сражении с опасной коронавирусной инфекцией и первыми принимают весь удар на себя. Некоторые из них погибают. И не зря люди на всех континентах громко и искренне аплодируют им, понимая крайнюю ответственность и множество этих профессионалов. Ведь от их труда зависит будущее человеческой цивилизации. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 апреля принял министра здравоохранения Сабирджана Абдикаримова и обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, а также меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Глава государства отметил особую роль медицинских работников в этот непростой для страны период. Еще раз выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, за их патриотизм и самоотверженный труд. Президент подчеркнул, что сотрудники системы здравоохранения и далее будут находиться под особой опекой государства и отметил необходимость полного обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, задействованных в работе по выявлению и противодействию коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Сабирджан Абдикаримов рассказал, в частности, об оснащенности медицинских учреждений необходимыми медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, сообщил, что в городе Бишкек 6 апреля этого года начал функционировать телефон горячей линии Министерства здравоохранения 118 для дистанционной оперативной диагностики граждан, подозревающих у себя наличие заболевания. Далее данный проект планируется реализовать в остальных регионах страны. Сабирджан Абдикаримов подчеркнул, что на сегодняшний день в республике имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у граждан. Отметим, медицинскому персоналу, который работает на СКП и в больницах с инфицированными, и выплачивают компенсации. Размер выплат зависит от фактических рабочих дней. Они колеблются от 15 до 40 тысяч сомов. При этом заработная плата остается неизменной. Идет и обучение врачей, которые будут работать с инфицированными больными. Наращивается также процесс обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков. С подробностями наш корреспондент Калия Душбаева. На фоне стремительного развития пандемии коронавируса в центре всеобщего внимания оказались все медики, стоящие на передовой борьбы с кризисом, который уже эксперты называют самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Сражаясь за спасение человеческих жизней, врачи зачастую сами становятся жертвами безжалостного вируса. Мировая статистика показывает, что 9% всех заразившихся коронавирусом – это врачи. В борьбе с COVID-19 медперсонал во всем мире платит очень высокую цену. Тысячи медработников заразились вирусом. Число умерших врачей неуклонно растет. Сегодня я обращаюсь к нашим медицинским работникам, медсестрам, акушеркам, техникам, парамедикам, фармацевтам, врачам, водителям, уборщицам, администраторам и многим другим. Тем, кто работает день и ночь, чтобы обеспечить нашу безопасность. Сегодня мы как никогда глубоко признательны всем вам за то, что вы работаете круглосуточно, подвергая себя риску в борьбе с разрушительной пандемией. В странах с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 медики сутками не покидают рабочих мест. Времени зачастую не хватает даже на то, чтобы поесть. Из-за непрерывной работы защитные маски оставляют на их лицах глубокие порезы и ссадины. Сегодня во всем мире медики работают на износ, забыли о выходных. Все врачи, работающие с зараженными COVID-19, уже неделями не видели свои семьи. Во всем мире остро стоит проблема с нехваткой средств индивидуальной защиты, спецкостюмов, респираторов, масок и перчаток. Как сообщают в СМИ, запасы вышеперечисленного в таких передовых странах, как Италия и США, полностью исчерпаны. Особенно жалуются на нехватку средств защиты регионы штатов. Многие больницы оказались вообще не готовы к пандемии. Не хватает не только систем вентиляции легких, необходимых для спасения тяжело заболевших. Не хватает даже элементарных средств защиты. У нас недостаточно защитных средств, которые должны быть. Я надела одну маску утром и осматривала в ней всех пациентов до вечера, носила ее весь день. И эту уже маску я носила в предыдущую смену. Доктора, медсестры, медбратья и другой персонал больниц – самая подверженная заражению группа, несмотря на защитные костюмы и маски. И болезнь у них тоже протекает в наиболее тяжелой форме. По мнению специалистов, это главным образом объясняется концентрацией вируса вокруг них. Медики находятся в непосредственной близости к инфицированным и подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах. По данным ВОЗ, один из пациентов в китайском Ухане, который
которому делали плановую операцию, заразил 14 медработников, хотя в тот момент у него еще не было симптомов вируса. Иммунная система даже здорового человека с трудом борется со всеми этими вирусами. Чем больше вируса попало в организм, тем сильнее будет борьба между ним и иммунитетом. Если проводить эксперимент на животных, заражая их разными дозами вируса, то самое тяжелое состояние будет у тех, кому ввели больше всего вируса. На данный момент нельзя с точностью измерить риски для медперсонала, который постоянно находится в вирусной среде. Есть лишь некоторые данные Всемирной организации здравоохранения, по которым можно сделать определенные выводы. Например, во время вспышки SARS, которая, к счастью, не дошла до нашего региона в 2002-2003 годах, 21% подверженных случаев в мире пришелся на медперсонал. Сейчас прослеживается похожая статистика. В Италии, например, более 12 600 заразившихся медики. В Испании медработников с COVID-19 на данный момент насчитывается более 19 400 человек. В Германии коронавирусом нового типа заражены по меньшей мере 2300 врачей и медсестер. Эти данные приводят немецкие журналисты. Эксперты института имени Роберта Коха, который занимается исследованием инфекционных заболеваний, полагают, что число незарегистрированных случаев инфицирования еще выше. В статистику включены только работники больниц, но есть еще и частные кабинеты, лаборатории и дома престарелых, где также работает медицинский персонал. Китай сообщает примерно о 3500 заболевших врачей и сотрудников больниц. Эстония сообщает о 102 заразившихся медработниках. Беларусь – 38, а Украина – 172. Минздрав соседнего Казахстана зарегистрировал 120 случаев коронавируса среди медработников. По количеству зараженных коронавирусной инфекцией в последние дни лидирует США. Из-за нехватки врачей к работе привлекают даже тех, кто на пенсии. Остро ощущается нехватка средств индивидуальной защиты. В одной из бруклинских больниц врачи вынуждены надевать на себя мешки из-под мусора. Я сказала своему менеджеру: я понимаю, всего не хватает, но дайте мне защитить себя. У меня же семья, ведь будет еще хуже. Америка не готова к эпидемии. Еще одна страна, лидирующая по числу инфицированных COVID-19, это Италия. Здесь число зараженных медиков уже перевалило за 12 500, а умерших врачей более сотни. Больницы переполнены, медсестры работают, это просто катастрофа. Если я работаю одна с 17 больными, и я не знаю, как успеть им помочь, и себе помочь. Я слышала, что люди до сих пор собираются и ходят, всякие дни рождения справлять, свадьбы справлять. Ребята, это серьезно, мы должны серьезно отнестись к этому делу. Дело в том, что если будет большой поток больных, поступающих с невозможностью дыхания, у нас не будет места, куда их ставить, у нас не будет кислорода давать людям, у нас не будет достаточно масок. Просто невозможно это сейчас где-то приобрести или поменять систему. Ребята, поймите серьезно. Большой поток людей будет умирать. Ну а в Китае, где непосредственно и был зарегистрирован первый пациент с COVID-19, с начала эпидемии коронавирусом заразились 3500 сотрудников системы здравоохранения. От осложнений умерли по меньшей мере 10 медицинских работников, в том числе 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян, который первым пытался предупредить об опасном вирусе. Его смерть вызвала общественный резонанс в КНР. У Дениса Проценко, главврача городской клинической больницы, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19, которую 24 марта посетил президент России Владимир Путин, было диагностировано заражение коронавирусом. После того, как стало известно о диагнозе главврача коммунарки, в Кремле призвали не волноваться о состоянии здоровья Владимира Путина. Путин регулярно тестируется. Все нормально, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В похожей ситуации оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. У нее ранее подозревали коронавирус, потому что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался сам инфицирован. Канцлер несколько дней провела в изоляции и неделю назад вышла с домашнего карантина. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen. Несмотря на положительные данные института Роберта Коха, которые дают надежду на скорую победу над вирусом, жителям Германии слишком рано выходить из режима самоизоляции. Тем более еще слишком рано ослаблять те строгие правила, которые мы установили. Seit der deutschen Einheit. К сожалению, в Кыргызстане есть факты заражения коронавирусной инфекцией тех, кто стоит на страже здоровья. Общее число заразившихся медиков составляет 51 человек. Из них 16 в Бишкеке, 1 в Чуйской области, 3 в городе Ош, 21 в Ошской области, 8 в Джалалабадской и по одному в Нарынской и Баткенской областях. Это врачи, медсестры, инфекционисты и лаборанты, эпидемиологи, работники кухни и прачки. К сожалению, медицинских работников зарегистрировано новых 12 случаев. 8 случаев в городе Бишкек, 1 случай в Нарынской области, 3 города Ош.
всего 51 случай. Размер компенсации медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей составляет 200 тысяч сомов. Размер компенсации семье в случае смерти определен в 1 миллион сомов. В настоящее время осуществляются компенсационные выплаты врачам и медицинскому персоналу. Профильным органам поручено своевременно и в полном объеме выплатить финансовые средства. Врачтарга дарылоо обсервацияда иштерде катышкандыгы үчүн 46 990 сом. На специально разработанной онлайн-платформе www.help.covid.kg представлена информация о поступлениях финансовых средств на специальные счета по борьбе с коронавирусной инфекцией, их дальнейшее использование. Информация о поступаемой гуманитарной помощи Министерству здравоапаравения, Министерству труда и социального развития, а также поступлении финансовых средств на счета для поддержки социально уязвимых слоев населения. В Кыргызстане с 8 апреля медики, которые работают с больными коронавирусом или в очагах болезни, начали получать компенсационные выплаты. Они составляют для врачей до 46 тысяч сомов, для среднего медицинского персонала до 41 тысяч сомов, для младшего обслуживающего персонала до 38 тысяч сомов, для работников, работающих по графику дежурств, до 29 тысяч сомов. 141 сотруднику организации здравоохранения Чуйской и Орской областей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, начислили заработную плату на общую сумму 1 миллион 400 тысяч сомов. При этом заработная плата по основному месту работы сохраняется. На депозитный счет Министерства здравоохранения, который был открыт именно для аккумулирования всех благотворительных средств, направленных на борьбу с коронавирусом, поступило 116 миллионов 808 тысяч 450 сомов. В соответствии с решением комиссии принято решение о выделении 38 миллионов 559 тысяч 300 сомов. Это для выплаты доплат медицинским работникам, задействованных в эпидемиологических районах. Из них 1 945 797 на сегодняшний день уже эти деньги перечислены. На сегодняшний день рассматривается вопрос о компенсации для врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Сумму компенсации определит комиссия. Это разовая компенсация. Там четко будет определено размер, порядок и какая сумма будет. Это будет на уровне, они сразу готовы принять в 3 чтениях. Сейчас мы, врачи и эксперты, обсуждают данный вопрос. В ближайшее время вносим на рассмотрение Жогорку Кеңеш. Сейчас они инициировали, спикеру и правительству. Сейчас совместно с депутатом работаем. Это будет как раз нужный, кстати, закон о статусе врача в чрезвычайных ситуациях. У нас до этого не было, было только у военнослужащих. Накануне на заседании Республиканского оперативного штаба был обсужден вопрос по обеспечению медиков, работающих в местах лечения больных коронавирусом, специальными средствами защиты. Проводится детальное изучение этого вопроса с целью объективного расследования количества полученных средств защиты и фактической обеспеченности ими медиков с учетом высказываемых заявлений о недостаточности или отсутствии указанных средств. Складывающаяся картина не может не вызывать недовольства как со стороны штаба, так и со стороны гражданского общества. Мы проведем тщательное расследование этого вопроса и проконтролируем, чтобы каждый врач, работающий в зоне риска, был обеспечен защитными средствами. Вопрос о необходимости полного обеспечения средствами индивидуальной защиты всех медиков, задействованных в работе по выявлению и противодействию коронавирусной инфекции, поднял глава государства Сооронбай Жээнбеков на встрече с министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым. Он рассказал об оснащенности медицинских учреждений необходимыми медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, проинформировал о готовности ряда больниц к перепрофилированию для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией. Медицинские работники обеспечиваются всеми необходимыми средствами защиты, отмечают в Минздраве. Это и спецкостюмы, и маски, и перчатки, и санитайзеры. Защита медиков, эпидемиологов превыше всего. Минздрав, да и правительство в целом прилагает все усилия, чтобы создать все необходимые условия для безопасной работы медперсонала. Об этом говорят и сами врачи. На данный момент в складах больниц спецсредств, необходимых медработникам, достаточно. К тому же помощь в виде костюмов, масок и респираторов прибывает в Кыргызстан из различных стран.
У нас на складе Центра санитарно-эпидемиологического надзора Джалалабада достаточно спецкостюмов. Они выданы департаментом Госсанэпиднадзора. Есть также респираторы, перчатки и другие необходимые вещи. Мы распределили еще по медучреждениям области. Оставшиеся предназначены для далеко расположенных медучреждений. Находиться вместе с пациентами в изоляции можно только в защитных костюмах. Дефицита в них нет, говорят врачи. Масок, перчаток и всего необходимого достаточно, говорят медики Наукатского района. На сегодня все врачи полностью экипированы. Также регулярно врачам предоставляется горячее питание. Мы провели обучение для медперсонала, как правильно надевать и снимать экипировку, так как при неправильном снятии спецформы тоже можно заразиться вирусом. Каждый день новая группа медиков проходит обучение, как правильно надевать защитные костюмы, чтобы не заразиться какой-нибудь вирусной болезнью во время работы. От того, как врач правильно его наденет, зависит весь его рабочий день. И потом вот так взять. Каждый врач перед тем, как начать лечение инфицированного, одевает 2 защитных костюма и 3 пары перчаток, фартуки, защитные очки и респираторные маски. Весь этот процесс должен пройти поэтапно. Также поэтапно и аккуратно нужно это снимать. И категорически нельзя трогать наружную сторону костюма, чтобы не заразиться. Существуют разные уровни костюмов одевания. 1-й, 2-й, 3-й уровень есть. 2-й, 3-й уровень как раз нужно, когда работаем в инфекционном отделении. То есть это у пациентов выходит биологическая жидкость, поэтому мы учим их порядку, как нужно это все правильно делать, как себя максимально защитить при работе с этой опасной инфекцией. Благодаря врачам сегодня количество выздоровевших от коронавируса в Кыргызстане составляет 44 человека. У всех тест на COVID-19 был отрицательный. Они осмотрены врачами и отпущены домой. За сутки из стационара выписано 5 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. При выписке результаты анализов отрицательные. Из них 1 Ошская область, 3 город Джалалабад, 1 город Бишкек. За все время выписано с выздоровлением по стране 44 пациента. Также в Кыргызстане отпустили за обсервацией граждан, у которых истек 14-дневный срок. При этом они должны будут провести еще 2 недели в домашней обсервации. Списки выписанных переданы милиции. Остальных сегодня выписан под домашней обсервацией. При этом обязательно берем обязательство соблюдения всех правил домашней обсервации и передаем списки по месту жительства правоохранительным органам и группам семейных врачей для дальнейшего наблюдения за их состоянием здоровья. По последним данным, количество заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 339. Число контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными коронавирусом 6251 человек. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными диагнозом COVID-2019 6251. Из них близкий контакт первой категории 1070, другие контакты вторая категория 5181. Также стало известно о том, что позавчера в Наукате скончался 87-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Он находился в реанимации территориальной больницы в тяжелом состоянии. Таким образом, количество умерших на сегодня составляет 5 человек. К сожалению, за сутки зарегистрирована 1 смерть пациента COVID-19. Больной 87 лет, но из Наукатской территориальной больницы. Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным и близким умершего. Повторных заболеваний коронавирусом на сегодняшний день нет, отмечают в Минздраве. На сегодняшний день коронавирус является новым случаем. Многие страны надеются, что у инфицированных групп населения будет выработан достаточный иммунитет для предотвращения возобновления пандемии. По данным исследований формируется иммунитет, повторных заболеваний нет. Что касается антител, если человек выздоровел, если есть иммунитет, то человек полноценно может продолжать свою деятельность и как здоровый человек может быть готовым и к трудовой, и к социальной деятельности. Во время встречи с министром здравоохранения президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил роль медицинских работников в этот непростой для страны период и выразил благодарность медикам и всем лицам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, за их патриотизм и самоотверженный труд. Президент подчеркнул, что сотрудники системы здравоохранения и далее будут находиться под особой опекой государства, а также обратил внимание на усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий по всей республике, особенно в районах, где выявлены инфицированные. Алия Душибаева, Раскель Кукульбеков, ЛТР. Итоги недели.